Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма бад. Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема – 3-й аят суры Аль-Фатиха, который звучит, обратите внимание, Ар-Рахманир-Рахим. Еще раз. Ар-Рахманир-Рахим. Постараемся, так же как на предыдущих уроках, с вами разбирать этот аят и напомнить на самые распространенные ошибки, чтобы наш язык был далек от неправильного произношения суры Аль-Фатиха. Итак, 3-й аят. Ар-Рахманир-Рахим. Обратите внимание, с фатха переходим сразу на букву Ра, так как буква Ра является солнечным звуком и твердый звук. Ар-Ра. Ар-Ра. Начинаем с мягкого звука. Не ар-ра, а Ар-Ра. Ар-Рах. Ма. Растягиваем. Ар-Рахмани. Четкое произношение ни. Чтобы не было у нас произношение не. Звук Ар-Рахманир. Не. Нет. Ни. Четкое, ясное произношение кясры. И. Звук И. Без утруждений. Так как звук И есть на русском языке, нужно стараться четко, ясно произносить. Итак, получается у нас Ар-Рахмани. Теперь второе слово Ар-Рахим. Переходим с этой огласовки, сразу перепрыгиваем на букву Ра. И автоматически, так как Ра, мы сказали, является твердым звуком и солнечным звуком, автоматически артикль и алиф мы не читаем. Ар-Рахманир-Ра. Нир-Ра. Нир-Ра. Хи. Последняя огласовка аннулируется, так как мы останавливаемся на звуке мим. А правило гласит, последняя огласовка при остановке на последнем букве в слове всегда аннулируется и переходит в сукун. Время растягивания у нас получается 2 счета, так как в предыдущих Бисмиллахир-Рахманир-Рахим, Альхамдулиллахи Раббил Аламин. То есть она должно быть монотонной в завершении во всех аятах. Также здесь. Ар-Рахманир-Рахим. Теперь распространенные ошибки следует избежать. Из самых распространенных и грубых ошибок это вместо буквы Х произносить звук Ха. Ар-Рахман. Рахама – это то, что твердость, твердеть, оконеметь. И поэтому нужно стараться уходить от этих грубых ошибок. Рах. А так как звук Х является фрикативным звуком, то есть при произношении нужно струить воздух, чтобы продолжалось идти. Ар-Рах. Рах. И Ар-Рах. Ма. Звук мим всегда мягкая, она никогда ма не будет. Ар-Рахман, ман, нет, ма. Ар-Рахманир-Рахим. То же самое. Рахим. То есть то же самое, чтобы не было звука х. Рахим. Хим. Нужно обращать внимание. Также из самых искажающих текст ошибок это вместо буквы Х произносить звук Х. Рахман, Рахама – это когда верблюд ходит, раскачиваясь сбоку на бок. Рахман. Это ошибка, грубейшая ошибка. А звук Х, Рахмани, Ар-Рахим при остановке. Итак, в завершении еще раз постараюсь произнести и придерживаемся правила, что на целый аят мы смотрим как на целостное слово, то есть произносим на одном выдохе, набираем воздух. Ар-Рахманир-Рахим и все. То есть из сунны каждый аят в отдельности читать. И таким же образом, перед тем, как начинать читать аят, нужно набрать воздух, заполнить свои легкие.
Ар-Рахманир-Рахим. И все. И таким же образом каждый аят. Так как, когда мы набираем воздух, наш речевой аппарат подготавливается к произношению. А так как арабский язык является легким языком, автоматически наш речевой аппарат с легкостью произносит правильное произношение суры Аль-Фатиха, которая играет очень важную роль в нашей повседневной жизни. Я очень надеюсь, что смог донести до вас правильное произношение третьего аята из суры Аль-Фатиха. На этом мы прощаемся с вами. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.